Окончив с отличием Ростовский государственный университет по специальности менеджмент, Радифа Алдаганова была уверена, что полученные ею знания обязательно пригодятся. И действительно, когда власти республики взялись за трудоустройство краснодипломников, в списке оказалось и ее имя. Я решила попробовать, почему бы и нет. В итоге я сдала документы, и в Центр образования. Точнее, в Министерство образования. И через некоторое время мне уже начали работодатели названивать и предлагать работу. Также проходила собеседование. В итоге я устроилась во дворец спорта. А на данный момент я администратор, организатор. Состою в организационном комитете. Представители Министерства образования, медицины, финансов, экологии собрались в Центре образования в Магасе. Именно здесь решалась судьба молодых специалистов. Кого-то ждет карьера в медицине, кого-то в образовательной сфере. Ведь у каждого отличника своя специальность. Зинаида Костоева, например, обучалась молекулярно-клеточной биологии и биомедицине. Чтобы получить красный диплом, необходимо иметь большую силу воли, уверена она. Это нужно каждый раз заставлять себя садиться и учиться так, чтобы каждый раз, когда тебя спросят, чтобы ты смог сказать все, что от тебя требует. А для этого нужна сила воли. В принципе, учиться в университете требует силы воли, потому что не каждый может, мне кажется, хорошо учиться в университете. Трудиться во благо своей республики – дело более чем ответственное. За 6 лет существования программы трудоустройства краснодипломников представители администрации города Сунжа участвуют в ней впервые. Родоначальник приехал за свежими кадрами и остался доволен. На работу устроена одна из краснодипломниц, которая проживает на территории города Сунжи. В дальнейшем своих жителей, горожан, которые закончили на красный диплом, будем стараться устраивать. Затем, как краснодипломники становятся обладателями сертификатов, гарантирующих рабочее место, наблюдал и глава региона Юнусбек Евкуров. Он поздравил всех выпускников с новыми правами и обязанностями. У нас только по линии медицины мы вышли уже на уровень высокотехнологических обслуживаний операций. Наверное, те, кто закончил медицинские вузы, это видят, знают. Мы уже сегодня у себя проводим те оперативные вмешательства по отношению к больным, которые мы не проводили буквально 3-4 года назад. А там должны быть специалисты высокого уровня. Говоря же по системе образования, то же самое. Даже посмотрите эту школу на 1500 мест, это не просто школа, это центр. И в центрах должны и преподавать, учить детей, и учить детей не только предметам образования, но и как в жизни этот ребенок себя должен вести. Для этого тоже нужны специалисты. Это тоже надо всем понимать правильно. И чем лучше и больше у нас будет образованных детей, тем лучше для нашего народа. Поэтому я хочу поздравить вас всех, кто закончил и получил диплом с отличием. Вы все являетесь примером для того, чтобы с каждым годом краснодипломников было все больше и больше. И вот долгожданный момент. Под бурные аплодисменты собравшихся на сцену поднимаются лучшие выпускники вузов этого года. Краснодипломникам вручают приказы о трудоустройстве в министерствах и ведомствах республики. Любовь Парчиева – одна из тех, кто с нетерпением ждала оглашения списка рабочих мест. После учебы в МГУ девушка поступила в магистратуру в Северо-Кавказский государственный университет по направлению органическая химия. А сегодня выпускница была официально принята на работу в Назрановский аграрный техникум. Я, честно, удивилась, звонили с многих мест. И для меня самый такой оптимальный был наш Назрановский аграрный техникум. Люблю преподавать, хотелось бы, конечно, в лаборатории работать, просто... Имеется в виду, по местонахождению было неудобно. В ЧВК она находилась, поэтому был не вариант. А поближе был техникум, устроилась уже, работаю 2 месяца. Благодаря программе с 2012 года уже трудоустроены около 600 выпускников, окончивших вузы России с отличием. В этом же году всего 72 краснодипломника, 24 из них трудоустроились. Мы уверены, так же, как и все остальные, они и работать будут с еще большим усердием, с трудолюбием. Это все-таки говорит о их отношении к делу. Поэтому очень важно нам растить новые кадры, укреплять наш кадровый состав всех наших министерств и ведомств. В том числе я особо хочу подчеркнуть, что у нас очень много сегодня будут трудоустроены в различные, в том числе предприятия бизнеса.
Дипломы получены, поздравления и напутственные слова сказаны. Остается только еще раз поздравить выпускников и пожелать им удачи в профессиональной деятельности. Ведь впереди у них еще более ответственные шаги в такой нелегкой взрослой жизни. Жарадат Хулухоева, Мербек Мержоев, Новости 24.